Граждане, которые привили спутником Лайт и спутником Ви, получат СМС-оповещение на телефон с логином и паролем. На презентации программы министр здравоохранения Эдуард Будпа наглядно показал, как получить QR-код, не выходя из дома. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте Минздрава и ввести полученный логин и пароль. Персональный QR-код можно либо скачать на телефон, либо распечатать. Я попал в личный кабинет. Значит, нажимаем кнопочку «Войти». Я уже ввел мои данные из СМС-оповещения. Захожу, персональные данные. Открою вам QR-код. Вот мой QR-код. Онлайн, 12 часов дня, пожалуйста. И вся информация моя, она в таком виде, только зашифрованном, правильно? Да, да. Ну, как тут статус о том, что сертификат действительный или недействительный, уникальный номер сертификата, дата, до которого действует сертификат, аббревиатура фамилия, имя, отчество, дата рождения и последние цифры паспорта. Программа разработана мобильным оператором Амобайл в упрощенной форме по мировым стандартам. Работы велись в течение 1,5 месяца на безвозмездной основе. Эдуард Будпа поблагодарил руководителя компании и специалистов за помощь. Огромное спасибо всему коллективу и лицам, которые участвовали в разработке QR-кода. И вам персонально огромная благодарность за помощь Минздраву, за помощь нашим гражданам, для того, чтобы в упрощенной форме, по мировым стандартам, мы сегодня могли нашим гражданам предоставлять QR-коды для того, чтобы они могли спокойно посещать те заведения за пределами Республики Абхазия, которым требуется QR-код. По словам генерального директора Амобайл Бориса Барцыц, чтобы разработать программу, специалисты компании модернизировали сайт Минздрава. Следует отметить, что компания не имеет прямого доступа к данным ведомства. Сделали новый домен minzdrav-era.org, добавили там личный кабинет сертифицированных, куда могут зайти граждане и посмотреть, с возможностью, этого личного кабинета. Мы завершили первый этап нашей работы, это автоматизировали выдачу электронных сертификатов на той базе, которая уже сформирована. Эта система заработала, теперь человек может распечатать свой сертификат, сохранить его в галерее в виде фотографий, либо скачать сам сертификат электронный в формате PDF, который можно и переслать, либо распечатать и пользоваться им. Те, кто не получил СМС-оповещений с логином и паролем, необходимо зайти на сайт Минздрава, ввести в личном кабинете паспортные данные и отправить фотографии бумажного сертификата. На сайте есть ссылка на специальную форму, куда гражданин может зайти, указать фамилию, имя, отчество, указать свой контактный телефон и, сфотографировав с телефона свой паспорт, первую и вторую страницу с пропиской, и сфотографировать сам бумажный сертификат, который был выдан, загрузить это на сайт Минздрава. Вся эта информация попадает специалистам Минздрава, которые будут ее обрабатывать и вносить недостающие данные тем, кто еще не вакцинировался. И таким образом они получат свое СМС. По словам Бориса Барцыц, более 850 человек уже получили доступ к личным кабинетам, где они смогут скачать QR-код. Самая удобная форма получения QR-кодов – это смартфоны, но те, кто не умеет пользоваться ими, могут обратиться в офисы Амобайла. Специалисты компании помогут получить гражданам QR-коды на бумажном носителе. Услуга бесплатная. По словам специалистов, следующим этапом будет разработка сертификатов для переболевших коронавирусной инфекцией. Они будут выдаваться на основании медицинских справок и действовать полгода. QR-коды на вакцины действуют в Российской Федерации, выдаются сроком на 1 год. В случае ухудшения эпидситуации в стране Минздрав оставляет за собой право сократить срок их действия. Дениза Гергес, Аида Гухава, Абхазское телевидение.